Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Через территорию Туркменистана пройдет международный автопробег «Караван дружбы». 12-13 апреля в стране прогнозируют температуру выше 40 градусов тепла. В Туркменистан поставят первый турецкий электромобиль и другие новости. Через территорию Туркменистана пройдет международный автопробег «Караван дружбы». Автопробег состоится с 24 апреля по 10 мая по территории Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Армении. Его организатором является Межправительственный совет дорожников. Общая протяженность маршрута составит около 4000 километров. В рамках международного автопробега запланировано проведение научно-практических конференций в Душанбе, Самарканде, Ашхабаде, Тегеране и Ереване. Турция осуществит штучные поставки электромобилей ТОГ в Туркменистан и Узбекистан. По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, к электромобилям проявляется большой интерес во всем мире. На днях ТОГ был доставлен в Баку президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Первый турецкий электромобиль сошел с конвейера в октябре 2022 года. В марте 2023 года электромобили поступили в продажу по предзаказу. 12-13 апреля в Туркменистане прогнозируется аномальная жара. В ряде районов ожидается, что столбик термометра перевалит отметку в 40 градусов тепла. Жара придет в страну с территории Ирана. Из-за зоны низкого давления над Каспийским морем воздушные массы при переваливании через горы Капитдага нагреваются. 14 апреля ожидается резкое понижение температуры, местами пройдут кратковременные ливни и грозы. Актер Ашхабадского театра «Артист» участвует в международном фестивале русских театров «Встречи в России» в Санкт-Петербурге. Фестиваль, посвященный 200-летнему юбилею Островского, продлится до 16 апреля. Ашхабадцы привезли на фестиваль свой спектакль по пьесе Александра Островского «Доходное место» в постановке молодого режиссера Микана Джумабаева. На Туркменпортал вышел новый выпуск «Дурмуш Дуралгасы» с ведущей Джанет Розеевой. Гостем передачи стал известный туркменский поэт Керим Халыев. Он рассказал о своем жизненном и творческом пути, о том, где черпает вдохновение и какое место в его деятельности занимают узбекские поэты. В беседе с ведущей он подчеркнул, что интерес к творческому процессу у него появился еще со школьной скамьи, а также прочитал свои знаменитые произведения на туркменском языке. Полную версию передачи можно посмотреть на сайте Туркменпортал или на нашем YouTube-канале. В Гамбурге продолжают бороться с последствиями пожара на складе в районе Ротенбург-Сорт. Часть населения города пришлось эвакуировать из-за опасности отравления токсичным дымом. Оставшимся гражданам настоятельно рекомендовано оставаться дома, отключить кондиционеры и вентиляцию, закрыть окна и двери. Пожар начался на стоянке грузовиков, затем огонь перекинулся на промышленные склады. Что именно горит на складах, не сообщается. Пожару и последующему уровню задымления был присвоен крайний уровень опасности. Фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко получит продолжение. Об этом сообщил народный артист России Сергей Гармаш. «Чебурашка» стал самой кассовой картиной за всю историю российского кинопроката. Спустя месяц после выхода фильм собрал более 6 миллиардов рублей. Курбан Бердыев в понедельник покинул пост главного тренера Сочи. Об этом сообщила пресс-служба российского футбольного клуба. Сочи желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути, говорится в сообщении. Отметим, что Бердыев возглавил Сочи в декабре, заключив контракт до 2025 года. В последних 4 матчах российской премьер-лиги сочинский клуб потерпел 3 поражения. После 22 туров Сочи идет на 9-м месте в таблице российской премьер-лиги, набрав 31 очко. 13 апреля в Туркменистане стартует первенство страны по футболу среди молодежных команд клубов высшей лиги. Чемпионат с участием дублеров в этом году пройдет в 3 круга. Турнир был создан в 2019 году, 4 года подряд чемпионом становился Алтын-Асыр-2. Нападающий лондонского Тоттенхэма Сон Хэн Мин стал первым азиатским футболистом, которому удалось забить 100 мячей в английской премьер-лиге. Свой 100-й мяч 30-летний кореец забил в матче 30-го тура чемпионата Англии против Брайтона. Для достижения этого рубежа форварду потребовалось провести 260 матчей в английской премьер-лиге. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.